Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы продолжаем выпуск в арт-студии «Саин». И рядом со мной Надежда Акматова, преподаватель этой студии, по совместительству педагог, учитель. Да? Да. Надежда, сегодня мы раскроем вас с такой творческой стороны снова, да? Вы у нас занимаетесь и украшениями еще, да, вот такими вот, все, что стоит на столе, это рук Надежды, да? Сегодня вы нам что будете показывать, какую красоту творить? Сегодня я покажу мастер-класс по изготовлению сережек из натуральных камней и шевензы с покрытием роди. Так, что-то такое на непонятном немножко языке, да? Что такое роди? Можно немножко... Да, сейчас я немножко познакомлю с разными техниками, по какой технике мы будем делать, вообще какой бисер бывает, какая фурнитура, что лучше, да, и по стоимости, где заказать, немножко расскажу. Отлично. Так, я занимаюсь разными техниками. Вот, например, здесь колье, вот это из японского бисера. Японский бисер, он самый качественный и, соответственно, дорогой. Это размер 11, японский бисер называется Миюки Делика, размер 11. Это самый мелкий получается 15 размер, а это до него 11, чуть больше. Совсем такой маленький, да? Еще меньше есть 15. Похоже на змейку. Да, это под змейку. Вот, так. Это получается на нити иголкой делается. Так, следующая техника называется жгут из бисера тоха, тоже японский бисер, но размер чуть больше, это размер 10. Он тоже хороший, по качеству тоже не стирается, хороший бисер японский. Бывает еще бисер чешский бисер, но он, соответственно, по качеству немножко уступает и в цене, соответственно, дешевле стоит по цене. Это делается крючком. Я обычно использую крючок 10 размера, вот самая лучшая фирма, вот такой крючок. Можно вот попроще, но немножко сложновато, да. Это одинаковый размер, либо таким крючком, либо таким я обычно вяжу. Интересно, первый раз слышу, что можно из бисера плести крючком. Да, там нитка вот такая, канва называется, канвас, то есть вот такая нитка. Так, и вот такой техникой еще можно не такие вот однотонные делать, да, но и разноцветные, с разными рисунками. Вот. Ух ты! Вот, они по схемам вяжутся, вот эти по схемам. Схемы выглядят вот так. Тем, которые не умеют читать схемы, сложновато будет сначала посмотреть, да, но если научиться, достаточно легко вяжется. Нужно научиться читать вот такие схемы. Главное вникнуть, да? Ну и методом проб. Да. И следующая техника, которую я освоила, это плетение мозаикой. Вот, например, вот эти два браслета, они вот этой техникой заплела. Они иголкой плетутся. Здесь очень кропотливая работа, потому что, опять же, по схеме надо научиться все это делать, и они из мелкого бисера, тоже из японского бисера Миюки Делика, 11 размер. Тоже очень прямо очень много таких принтов животных, змей, да? Ну, в одно время это очень популярно было. Очень красиво. Да. Здесь примерно 2000 бисеринки получается. Вот это тоже из такого же бисера. А вот эти, они жгутики, которые связала крючком. Вот эти вот. Как здесь, да? Да. И еще я делаю сережки. Вот это тоже иголкой. Тоже из японского бисера. А также я делаю из натуральных камней вот такие. И вот это тоже из натуральных камней.
И фурнитуру я выбираю самую качественную, потому что они долговечные, сразу не стираются. Ну, конечно, они дороговато стоят, да, но это того стоит, да, того стоит. Все это я заказываю. Здесь у нас в городе продаются, но заказывать дешевле выходит. Поэтому я все под заказ. Так, теперь еще вот эти из натуральных камней колье я делаю вот на таких лесках. Они самые качественные, японские тоже. Вообще японская фирма, она очень качественная. И сегодня мы будем делать сережки именно вот на таких ювелирных тросиках. Ювелирные тросики называются. Они бывают разных цветов. Мы сегодня будем делать на серебристых. Вот на такой леске. И нам понадобится еще бусы. Вот такие. Так, вы можете выбрать, какие хотите. Вот из этих. У нас есть вот из камней. Вот такой, но он слишком крупный, агат. Можно вот из этих сделать. Это у нас черный агат. Или у нас еще есть вот такой черное стекло есть. Вот это красный цвет есть. Ага. И изумрудный зеленый. Можете выбрать. Или можно вот из керамических красных бусин. Тут немножко в русском стиле еще можно сделать. Изумрудный очень красивый. Да. И можно их еще изумрудно комбинировать вот с такими. Это у нас зеленый турмалин называется. Вот какой из них хотите? Ну давайте зелененькие. Ага, хорошо, из зелененьких. И мы добавим еще вот между ними вот такой японский бисер тоха серебристого цвета. Так как у нас тросик серебристый, вот такие подойдут. Ну и фурнитура, конечно. Так, вот эти убираем. Кстати, нам понадобятся еще наши инструменты. Наш планшет. Так, значит, вы будете делать одну сторону, а я другую. Так, вот это убираем. Мне что-нибудь попроще. Да, просто нанизывать на тросик надо. Сейчас я примерно... Где наша кусачка? Вот кусачка. Я вам отрежу нужную длину. Да, держите. Вот это ваша сторона и моя. И повторяйте за мной. Это очень просто на самом деле. Тут самое сложное это закрепить, закончить. И все. Так, давайте возьмем. Так, еще серебристые насыпем. То есть мы будем комбинировать вот эти три бисеринки. Так, нанизываем серебристую одну штуку на тросик. И тут другой конец надо держать, чтобы все не рассыпалось. Вот, отлично. Так, теперь давайте возьмем вот этот изумрудный темный. Одну штуку наберем. Потом опять серебристый. Ну, в принципе, можно по желанию порядок поменять. Тут не важно очередность. Как фантазия позволяет, так и нанизываем. Комбинируем, цвета меняем. Вот обычно, когда после работы устаю, домой прихожу и расслабляюсь вот таким образом. Делаю красивые вещи, изделия. Да, как давно вот вы полюбили бисер, как давно начали заниматься? Я начала заниматься с 13-го года занимаюсь, когда ушла в декретный отпуск за вторым ребенком. И вот моя любовь к бисеру началась вот именно с 13-го года. И набираю опыт, скажем так, уже сколько лет прошло? 13, да? 13 лет занимаюсь бисером. Сначала я делала якутские украшения, там илинкабигер, бастыга. Потом перешла к более сложным вещам. Это плетение кабошона, сутаж,
Вот. И вот сейчас я вот в данное время увлекаюсь вот этой техникой. Мозаика, жгутики и натуральные камни. А где-то специально обучались этому, может быть, через интернет, какие-то уроки, курсы? Все у меня, я самоучка, Самостоятельно. сама, да, мастер-классы иногда покупаю, делаю по ним. Но в основном я сама научилась. Так, потом у меня что там должно пойти? Вот, зеленая, светлая, вот камень, Ага. турмалин идет у вас. Серебристая, да? Да, потом серебристая, потом темная, и вот так чередуем. До нужной длины. А так украшения вы делаете для себя или часто в качестве подарка кому-то преподносите, или, может быть, на продажу, да? Как это Ну, к сожалению, у меня не так уж времени много. Вы, наверное, знаете, учителей времени мало. Ну, в основном летом я на заказ делаю. Или во время каникул могу взять заказы. Ну, в основном на подарок родным, себе. Да, очень, мне кажется, классный подарок. Да, сейчас ручная работа ценится. Очень ценится, да. Что такая красота. Сейчас, когда очень много магазинов, интернет-магазинов, да, сложно выбрать. Это надо иметь опыт, чтобы правильно подобрать фурнитуру. На это я очень много времени потратила и денег, чтобы выбрать. Да, конечно. Ну, мне Определенно кажется, хорошую. нормальный, качественный, да, продукт можно получить, когда вот пройдешь как раз таки, да? Да, много. нужно знать фирму, поставщика, у кого лучше, да, и чтобы отвечала цене, и по качеству отвечала. Вам можно, наверное, даже продавать все явки, пароли. Да, вот специально на мастер-классах да, подробно рассказываю, где заказать, у кого, ну, чтобы другие не тратили время и деньги, чтобы вот это все подбирать. Вот, мне кажется, вот так нормально. Еще один и все. А еще, да? Еще по одной и все. А вот сами идеи вот этих же сережек, допустим, откуда берете, чем вдохновляетесь? Как-то сами придумываете дизайн? Да, дизайн все сама придумываю. Ну, вдохновляюсь, конечно, мастерицами, которые делают такие же украшения. Тут очень много таких мастериц. И в нашем городе есть, и в других городах. Вот у них вдохновение беру. Ну и в основном дизайн я сама все придумываю, чтобы не повторяться, не копировать других. Так, вот такая длина пойдет. Я пока фурнитуру подготовлю. Чтобы закрепить, нам нужна будет следующая фурнитура. Это у нас, где у меня кремпы нужны будут. Они тоже очень мелкие. Кремпы тоже с покрытием родий, качественные, долговечные. Так, ну я по вашему указанию сделала такую же, да? Так, сейчас уже завершаем. Самое главное и самое сложное – это продеть кремп. Кремп как раз держит всю эту красоту. Так. Очень мелкие. Так, вот так продели, смотрите, вот так сделали. Теперь мы берем инструмент. Такой он специально, чтобы закреплять вот эти кремпы. Так, еще одну бисеринку проденем, чтобы наверняка. Да, и последний штрих – это надо с помощью зажима закрепить вот этот кремп. Так. Все. Все. Так, нужно отрезать лишнее и наши свензы сейчас
наденем, и все, сережки готовы. Колечко такое получается, да? Да, колечко. Они получаются съемные, и у нас сережка трансформер получается. Сейчас Такие очень модно, швензы. кстати. Так, продеваем, и наша сережка готова. Ух ты! Так, теперь вторая сторона. Ну и вот эти тоже, как вы сказали, уже в готовом виде, да, продаются? Да, это готовые швензы. Швензы. Да, называются. швензы называются. Ага. Прямо вот кофточку. Да. Сейчас всяко разные камешки, бусы из натуральных камней продаются. Можно на любой цвет и вкус. По знаку зодиака еще покупают, чтобы приносило удачу, здоровье, счастье и так далее. Так, продеваем. А часто ли вы для себя делаете украшения? Да, для себя я Носите много сами? достаточно делаю, ношу. Все спрашивают, заказывают, коллеги в основном. Так, закрепляю. Все. Отрезаем лишнее. И они достаточно прочные, долговечные. Я свои уже второй год ношу, поэтому могу с уверенностью сказать, что они хорошо будут служить. Проверено на себе. Да, проверено на себе. Вот, это вам на память. Ух ты, спасибо. Носите со здоровья. На здоровье. Какая красота получилась. Очень красиво. Вот, держите. Да. Можно даже примерить, наверное. Да, можно показать. примерить. Сейчас. Так, давайте помогу. Цвет красивый вам идет очень. Очень красиво. Можете колечки снять и как отдельное Угу. носить, здесь сережку отдельную. Ну и вот такая вот красота, как смотрится. Да? Очень красиво вам идет зеленый цвет. Спасибо большое, Надежда, за такой подарок, очень памятный. Конечно, я с удовольствием буду носить, вспоминать о нашей встрече. Ну и это, наверное, еще повод еще встретиться и сделать что-то еще интересное, познавательное, да, для наших телезрителей. А напоследок хотелось бы узнать, какие у вас планы, может быть, по творчеству, что-то вот планируете грандиозное создать, может, своими руками? Да, у меня планов очень много. Главное, чтобы времени хватило на все это. Но я планирую в ближайшее время создать коллекцию и поучаствовать там на ярмарке, может быть, да. Вот у нас в городе проводятся ярмарки очень интересные. Вот, например, Любимаркет в Старом городе, на Талом озере. Там планирую участвовать и продавать свои изделия. Здорово. Ну, я, конечно же, вам желаю только удачи. Ни в коем случае не останавливайтесь с такими золотыми руками. Мне кажется, нужно все больше и больше красоты нести в этот мир и радовать прекрасных наших девушек и женщин. Спасибо вам большое. Спасибо и до новых встреч, Надежда. До новых встреч. Ну а с вами, наши дорогие телезрители, мы не прощаемся. Оставайтесь на нашем телеканале и не пропускайте наши следующие выпуски на телеканале Якутия 24.